Тем временем представители межрегионального общественного движения Коми-Войтер и Минприроды Республики встретились с жителями Язеля и Часова Сыктывдинского района. Разговор с сельчанами был открытый, отметил секретарь исполкома Коми-Войтер Олег Лаженев. Все понимают, что песок для строительства необходим, людей больше тревожит вопрос восстановления участка после закрытия карьеров. Кроме того, затронули проблему с водой, которая якобы из-за добычи песка стала уходить из колодцев. Но на сегодня пока неизвестно, что является настоящей причиной. По итогам встречи активисты выработали предложение в адрес рабочей группы Минприроды региона. Можно их, наверное, разделить на три части. Первое – это выделение лицензии, когда, кому, что и какова процедура. Второе – это уже сама разработка карьеров, то есть текущая работа, в нынешнее время выемка песка и тому подобное. И третий момент – это, конечно, закрытие, рекультивация этих карьеров. И вот в этих-то вопросах, соответственно, по каждому пункту у нас будет предложение, где что можно рассмотреть, какие изменения необходимо внести, как нормативные документы нашей республики при Министерстве природных ресурсов, так, может быть, и законодательные инициативы, которые уже инициированы и главой республики, и Государственным советом, которых мы, в принципе, тоже поддерживаем. Кроме того, проблемы, которые возникают при разработке карьеров, активисты планируют поднять в октябре на экологическом форуме, который инициировало движение Коми-Войтер. Глава республики Владимир Уйба идею поддержал.